Дорогие гости! Напоминаем вам о необходимости выключить звук на своих мобильных устройствах и просим не использовать их во время выступления. Кроме того, мы рекомендуем снизить яркость экранов, чтобы не мешать окружающим. Пожалуйста, помните, что вход в зал запрещен после третьего звонка, и просьба не вставать со своих мест во время исполнения произведения. Спасибо за понимание и приятного прослушивания. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан открывает музыкально-просветительский абонемент балеты Чайковского. Дирижирует и рассказывает главный дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Дмитрий Крюков. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы очень рады приветствовать вас на открытии нашего, как это ни странно звучит в случае с этой музыкой, музыкально-просветительского абонемента «Балеты Петра Ильича Чайковского». Дело в том, что, конечно, все из нас, каждый из нас так или иначе был в театре и слышал и видел «Спящую красавицу», если идти в обратном порядке, «Щелкунчик», «Лебединое озеро». Однако сегодня и в данном абонементе у вас есть возможность сконцентрироваться именно на музыкальной составляющей. Ведь Чайковский – это, как известно, великий композитор. И сегодня мы исполним музыку вот среди всего балета «Лебединого озера», которая совсем не звучит в театре, потому что это будет именно первая полная авторская версия. Такие абонементы в Москве проводил Геннадий Рождественский, Владимир Юровский. Конечно, это большая редкость, потому что, как правило, на концерте исполняется сюита. Однако не стоит забывать о том, что когда мы говорим «Петр Ильич Чайковский, Лебединое озеро», это значит именно музыка, потому что, как известно, хореографию Чайковский не писал, ее создавали хореографы. И когда мы смотрим и слышим одновременно балет в театре, так или иначе визуальная составляющая может отвлечь нас от музыки. Вот сегодня у вас будет уникальная возможность сконцентрироваться на том, что подлинно называется Петр Ильич Чайковский «Лебединое озеро». Как известно, в 1875 году Чайковский получил заказ на написание этого балета, которое первоначально должно было называться «Озеро лебедей». Причем интересно, что Чайковский был первым крупным композитором, который написал балет, за редчайшим исключением. На тот момент, в частности, в Большом театре существовала штатная единица композитор. Штатный композитор, была такая ставка, композитор, который писал музыку для балета. То есть сама музыка считалась в какой-то степени второсортной, сопровождающей действия. Однако Чайковский на тот момент, автор уже 3 своих великих симфоний, увертюры фантазии Ромео и Джульетта, знаменитого фортепианного первого концерта
концерта взялся за эту работу, глубоко погрузился в историю балетной традиции и создал, безусловно, подлинный шедевр, на котором лежит печать абсолютного новаторства. Потому что, конечно, эта музыка далеко не просто сопровождает балетные действия, балетные танцы, балетные сюжеты. Сама по себе она имеет колоссальную художественную ценность, в ней очень глубокое симфоническое развитие, подлинная трагедия здесь заложена. И, конечно же, в конце торжество света над тьмой, торжество любви. Первая авторская версия, как известно, не имела успеха. Ну, безусловно, сегодня можно констатировать, что это было из-за плохой постановки. Балет прошел некоторое время при жизни Чайковского и был снят. Подлинную жизнь «Лебединое озеро» обрело уже после безвременной кончины Чайковского, когда в 1894 году знаменитый Петипа поставил этот балет в несколько переделанной версии. Там были переставлены номера, некоторая музыка была добавлена, некоторая музыка была убрана. А вот сегодня, то вы видите, здесь написано «полная авторская версия», мы сможем услышать то, что первоначально написал Чайковский. Сегодня в театрах эта музыка не идет. Примерно 20-25 минут музыки, которую вы в театре услышать не сможете. Я вкратце опишу сюжет вот этой первой версии. Принц Зигфрид, отмечая свой юбилей, 18-летие, действие происходит в Германии в сказочное время. В этой первой редакции. Он получает известие от своей матери о том, что сегодня последний день его холостой жизни, и уже завтра на балу он должен будет выбрать себе невесту. Принц сначала расстраивается, потому что ему очень мила вольная жизнь, однако потом веселье и бал продолжается. В конце этого праздника в окне друзья видят пролетающую стаю лебедей и решают отправиться на охоту. Когда они приходят к Лебединому озеру, оказывается, что лебеди – это девушки, плененные злым колдуном. Днем они предстают в образе лебедей, а ночью превращаются в девушек. И королева лебедей Адетта рассказывает Зигфриду эту страшную, печальную историю, что только юноша чистый, не знавший любви, никому не клявшийся в любви, может освободить ее от этой ужасной жизни, когда она постоянно должна превращаться в лебедя. Но более того, даже этого будет недостаточно. В первой версии есть такой факт, что помимо того, что он должен быть чистым, он еще и должен принести себя в жертву, то есть убить себя. И только тогда злой колдун умрет и чары рассеются. Вот здесь заложена определенная безвыходность сюжета, то есть абсолютная любовь изначально невозможна. Мужчина, вот этот молодой человек, может освободить Адетту, однако сам должен умереть. Тем не менее, Зигфрид решается, он делает этот выбор, говорит Адетте о том, что он все исполнит, чтобы она не волновалась. На следующий день, когда происходит бал, на котором Зигфрид должен выбрать себе возлюбленную, путем обмана злой колдун насмехается над ним. Он предстает в образе барона с дочерью Адильей, которая как две капли воды похожа на Адетту. Зигфрид думает, что Адилья – это Адетта, клянется ей в любви, и вот здесь происходит страшное событие, сцена, если мы говорим о театре, темнеет, Адилья и барон превращаются в сову и филина, улетают, и Зигфрид понимает, что его миссия, скажем так, провалена. На следующий день он к вечеру приходит к Лебединому озеру, чтобы встретиться с Адеттой, объясняется ей в любви, говорит о том, что он пал, как говорится, жертвой обмана, однако уже ничего не поделать. Без любви к Зигфриду в жизни Адетты нет смысла, она бросается в Лебединое озеро и умирает. В отчаянии Зигфрид, когда видит летящего филина, колдуна, закалывается, то есть таким образом он может исполнить хотя бы одно условие. Убив себя, принеся себя в жертву, он таким образом убивает и злого колдуна. И в конце Зигфрид и Адетта уже в горнем мире, в данном случае, конкретно в подводном царстве, воссоединяются и происходит торжество любви над смертью. Как мне кажется, в этом сюжете, безусловно, нет определенной логики, но и в переделанном сюжете ее тоже не так уж много, достаточно вспомнить о том, что это действительно сказка-притча, ведь в реальной жизни девушки не превращаются в лебедей, и таких моментов очень много. Безусловно, здесь философским языком, языком сказки, языком символов дана сама вот эта программа, сама идея торжества света над тьмой.
Сегодня мы исполним полную авторскую версию в двух отделениях. Продолжительность первого отделения, то есть первого и второго акта, 1 час 20 минут. И после антракта продолжительность третьего и четвертого акта примерно 55 минут. На сцене сегодня будет проецироваться полное авторское либретто, то есть то, что изначально, я подчеркиваю это, в первой версии, в полной авторской версии, предписывал сам Петр Ильич Чайковский. Итак, на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан Петр Ильич Чайковский, полная музыка балета «Лебединое озеро».
Дамы и господа, закончилось первое отделение программы «Антракт».
Дорогие друзья, мы от всей души благодарим вас за то, что вы были сегодня с нами, и приглашаем на наш следующий концерт абонемента «Великие симфонии». 1 ноября здесь прозвучит 3-я симфония Камиля Сен-Санса, с органом будет солировать Владислав Муртазин, и 5-я симфония Густава Малера в преддверии наших гастролей в город Пермь. Большое спасибо от лица всего коллектива.